туда от этого пути, был стойким. Уверовал Аллаха. Ты истинно веруешь Аллаху, истинно уверовал в Коран, пророка, а почему же ты сам позволяешь себе слабость? Почему совершаешь такие-то большие грехи, которые Аллах запретил? Зачем? Почему? Где стойкость? Вот когда мы проявим эту стойкость, Аллах перед смертью отправляет ангелов сообщить радостную весть. Ангелы ему говорят: «Валя тахафу, валя тахзану». Вы сегодня не бойтесь. Вы, все люди будут бояться перед смертью. Как у него выйдет душа? С иманом, без имана? Ангелы говорят: не бойтесь. «Валя тахзану». И вы не печальтесь. «Ва абширу биль джанна». Радуйтесь тем раем, который был обещан для вас. Аллах вам обещал, если вы будете стойкими на истинном пути, будете уверовавшими Аллаха, будете стойкими, что для вас будет рай. Вот то, что вам Аллахом обещано, обещанный рай, вы, говорит, радуйтесь этим раем. Ангелы говорят: мы, говорит, были вашими близкими покровителями и в дунья, и в ахирате. Мы были рядом с вами всегда, и в дунья, и в ахирате. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. И для вас, говорит, в раю приготовлено то, что будет желать ваша душа. И в этом раю есть все, что вы пожелаете. И это, говорит, является нузулан мин гафурин рахим. Это для вас будет угощением милостивого, прощающего Аллаха Джалля Джалалу. Поэтому, дорогие мои братья, вот этот истикамат очень нужен нам. Мы, дорогие братья, бываем религиозными людьми, ходим и на джамаат намаз, на джума намаз, маша Аллах, как хорошо, прекрасно. Вдруг этот же человек, который ходит на джума и джамаат намаз, смотришь, его дочь обнаженными волосами рядом с отцом ходит. Жена ходит, не прикрывшаяся. Ты же вроде бы истикамата человек. Ты должен быть из тех, кому будет приходить эти ангелы. А что же с тобой произошло? Где истикамат? Почему ты проявил слабинку? Почему не дал воспитания тарбия своей дочери, своей жене? Как ты мог себе позволить пропускать джума намаз? Это касается тех, кто пропускает, не всех вас, конечно. Джума намаз является фарзом мусульман. Я в прошлой проповеди тоже говорил, если в городе проживает около 70 тысяч населения, если разделить ее на 3 части, одна часть женщины, одна часть дети, другая часть мужчины, это как минимум 20, 22, 23 тысяч, 23, 25 тысяч мужчин, которые достигли совершеннолетнего возраста, которые обязаны присутствовать на джума намазе. Наша мечеть не рассчитана на такое количество людей. Если они все даже захотят прийти, наша мечеть их не будет помещать, но мечеть не полная. Мечеть еще не заполняется, братья мои. Где же богобоязненность? Где же истикамат? Ведь эти братья, которые не ходят на джума, валлахи, завтра судный день они скажут: я сосед, родственник, брат, ты же на джума ходил. Вот ты же знал, что если на джума не пойти, вот так будет опасно сегодня в ахирате. Почему ты ни разу не заикнулся? Почему ты меня не посадил с собой вместе с собой в свою машину? Не забрал меня хоть один раз? Проходил мимо, салам давал, проходил. Почему меня не забрал? Если думаем, что не скажут, скажут. Поэтому, дорогие мои братья, мы сами должны находиться на истинном пути, на истикамате, чтобы получить эту радостную весть перед смертью, иншаллах. Пусть нас любит Аллах из этой категории, я Раббаль Аламин. Пусть Всевышний Аллах Джалля Джалалуху вернет мусульман на путь Аллаха, на путь религии Аллаха мягким возвращением. Без азаба, без балаха, без катаклизмов, без землетрясений, без ураганных ветров. Пусть Аллах возвращает мусульман на путь Аллаха, дагестанцев, мягким возвращением, внушив им правильный путь. Большинство наказаний Аллаха приходит для чего? Когда общество утопает в грехах, Аллах приходит, они осознают, значит, идет у них
прозрение того, что они находились не на истинном пути. Когда идет бала, начинают бояться, делать талбу, исправляться. Неужели нельзя исправиться, пока этот бала не пришел? Неужели надо ждать балага, несчастья, катаклизмов, бедствий, войн, чтобы покаяться Аллаху, стать на путь Аллаха? Просим Аллаха, Джалля Джалалиху, мягкого возвращения мусульман к религии Аллаха. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.